знамена калмыков имеют глубокие исторические корни и представляют собой важный аспект военной культуры и идентичности народа. Здравствуйте, меня зовут Ольга, и это передача, где мы с вами говорим о традициях и культуре наших предков, которые так или иначе влияют на нашу современную жизнь. Знамя всегда считалось символом чести и мужества, а также отражало боевую готовность и единство народа. Рассмотрим подробнее значение и особенности боевых знамен калмыков. Знамя 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии переживет войну, сохранится в ссылке и будет реабилитировано и возвратится вместе с калмыцким народом в родные степи и станет частью не просто истории, а памятью о многих тех, кто ушел и уже не вернулся. Сегодня боевое знамя 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии хранится в Музее вооруженных сил Российской Федерации. Но вы можете увидеть воочию материальное воплощение гордости и воинской чести, придя в Национальный музей Республики Калмыкия, в Зал Победы, и увидеть, как выглядело знамя, ставшее символом бессмертного подвига тех, кто сражался под ним. 110-я калмыцкая кавалерийская дивизия формировалась согласно постановлению Государственного комитета обороны от 13 ноября 1941 года о формировании национальных кавалерийских дивизий стрелковых бригад в республиках Средней Азии, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья и Поуралья. В числе вот этих соединений, согласно постановлению, было также две дивизии, 110-я калмыцкая и 111-я калмыцкая кавалерийские дивизии, которые позже получили имя Семена Михайловича Буденного и Акива Ивановича Гордовикова соответственно. Из истории боевых действий по защите переправ через реку Дон в междуречье Маныча и Сала в июле 1942 года в станицах Багаевская, Мелиховская и Раздорская. После тяжелых поражений в конце 1941 начале 1942 года немецкое командование осознало невозможность ведения стратегических операций на всех направлениях. Поэтому в новой кампании избрало решающим южное направление, чтобы захватить кавказскую нефть и тем самым выиграть войну не прямым ударом, а экономическим удушением. Вермахт планировал в ходе цепи операций окружить и уничтожить войска Юго-Западного и Южного фронтов на правом берегу Дона, чтобы затем без препятствий достичь цели. Для этого в группе армии Юг были сконцентрированы крупные силы, получившие новейшую технику и вооружение. В ходе Донбасской оборонительной операции 1942 года советские войска пытались противостоять фашистам, но потерпели поражение. Ключевым фактором для спасения войск Южного фронта стали Донские переправы, в том числе и указанные выше. Оборону переправ у станиц Багаевская, Мелиховская, Раздорская несла 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия. Это национальное соединение было недавно сформировано в Калмыкии, ни разу не участвовало в боях. И только накануне боев получило полный комплект вооружения, за исключением зенитных оружий. Однако 110-я кавдивизия имела отборный личный состав, в том числе отобранный из расформированной 111-й калмыцкой кавдивизии, который прошел полный курс обучения, хорошо знал и доверял своим командирам. К сожалению, там по ряду причин 111-ю калмыцкую кавалерийскую дивизию было решено расформировать, хотя в нем личного состава было больше. Вот 110-я завершила свое формирование и выступила на фронт и приняла участие в боях на Дону, то есть завершающей стадии Воронежско-Варшавоградской операции, в ходе которых сыграла очень важную роль в том, что были выведены большое количество войск, отступающих Южного фронта. Более 400 тысяч человек были выведены через эти переправы, огромное количество танков, артиллерии и так далее. Ну а в дальнейшем принимал участие в боях против элитной моторизованной дивизии Великой Германии. Советское командование осознавало, что кавалерийская дивизия не подходит для ведения обороны, тем более растянутая на 58 километров, но не смогло найти стрелковые соединения, способные заменить калмыцких конников. Немцы, понимая значение этих переправ, подвергали их постоянным бомбардировкам. Бросили на этот участок самую элитную дивизию вермахта – Великую Германию. Тем не менее, благодаря умелым действиям, мужеству и неутомимой работе командиров и бойцов, работавших и охранявших переправы, на участке 110-й кавдивизии удалось спасти и переправить на южный берег более 425 тысяч человек.
215 танков, около 1300 орудий, более 8000 тракторов и автомашин, 10 тысяч повозок, 22 тысячи лошадей и многое другое. Через эти переправы были выведены большая часть 37-й, 24-й и 9-й армии, остатки других армий бывшего Юго-Западного фронта, которые сыграли важную роль в сдерживании противника на начальном этапе битвы за Кавказ. А после того, как отошла Заманыч, она приняла уже участие в битве за Кавказ, в котором сражалась вплоть до формирования в феврале 1943 года. В период битвы за Кавказ 110-я калмыцкая кавдивизия отступала от Маныча до Терека жестокими арьергардными боями, прорвалось окружение. Такой эпизод тоже был в ее истории. В августе 1942 года 110-я кавдивизия была перебазирована на территорию Калмыкии, и где обороняла железнодорожную магистраль Кизляр-Астрахань. В сентябре она приняла участие в рейде по Ногайским степям Тул-1-й танковой армии немцев, которая рвалась к кавказской нефти. И этот рейд в том числе способствовал тому, что то наступление немцев оказалось сорвано. В последующем 110-я кавдивизия была переформирована, дополнена новыми мобилизациями, в том числе и жителей нашей республики. И вновь участвовал в боях в Ногайских степях, Баулы, Иргаклы, Ямангой и так далее. В январе 1943 года принял участие в Северо-Кавказской наступательной операции, в ходе которой 110-я калмыцкая кавалерийская дивизия прошла с боями более 600 километров, освободила более 200 населенных пунктов, включая такие крупные, как город Буденновск, станция Петровская, ныне город Светлоград, Дивная, Ипатово, и так далее. В январе 1943 года 110-я кавдивизия также приняла участие в освобождении Башанты. Таким образом, приняла участие в изгнании фашистов с территории нашей республики. В результате этого планы немецкого главного командования по окружению Южного и Юго-Западного фронтов оказались сорваны, что предопределило неудачу вермахта в достижении главной цели кампании 1942 года. 110-я калмыцкая кавдивизия внесла весомый вклад в срыв этих планов и целей. Ее знамя – символ героизма и служения Отечеству, нашего народа-воина. В это понятие заключена вся мудрость, отвага и смелость предков, которые отдавали свою жизнь за Родину. 110-я калмыцкая кавалерийская дивизия, как и другие соединения, которые формировались согласно постановлению Государственного комитета обороны от 13 ноября 1941 года, они находились на финансировании местных бюджетов. То есть именно республики их финансировали, несли ответственность за их укомплектование, формирование, даже частично вооружение. В общем, что называется, вот эти соединения, они сформировались усилиями этих национальных республик. Они даже не находились официально на штате Наркомата обороны. И учитывая значение этих национальных республик, которые они сыграли в формировании этих соединений, командование приняло решение о том, что знамена этим соединениям сделают и вручат именно эти национальные республики. То есть у них будут не стандартные знамена, как у всех остальных соединений, с красной звездой и так далее, а именно так называемые шефские знамена, которые будут иметь некие единые черты, но при этом отличаться в зависимости от национального колорита, мнений руководства республики и так далее. Допустим, все знамена, они имели официальное название этой дивизии, от кого-то знамя было подарено, то есть название этих органов власти. Надпись там была одна на всех перед немецким оккупантом, и еще кое-какие общие черты. Но в целом знамена от республики к республике очень сильно разнились. Башкирские знамена, то 12-я, то 13-я кавдивизии, то у них с одной стороны была надпись на русском языке, с другой на башкирском. То есть, а так они были полностью идентичны, допустим. Если взять, допустим, знамя 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии, то с одной стороны наносилась надпись на русском языке, а с другой стороны были только две фразы на калмыцком языке «За Родину, за Сталина». И так далее. То есть как определенные различия были. Это были именно шефские знамена, которые были созданы специально для 110-й, 111-й калмыцкой кавалерийских дивизий, были вручены от имени обкома, калмыцкого обкома ВКПБ, Президиума Верховного Совета Калмыцкой ССР и Совета народных комиссаров Калмыцкой ССР.
Вручались они 23 февраля 1942 года, в День Красной Армии, в тот самый день, когда воины вот этих двух соединений приняли свою воинскую присягу. Помимо знамен дивизий также были сделаны знамена полков, точно по такой же кальке. Ну, с единственной разницей, что там уже указывается название полков. К сожалению, до сегодняшнего дня мы располагаем только фотографиями этих знамен, 110-й кавдивизии и 3 ее полков. Ну, а оригинал мы видели только само знамя. Знамя дивизии, вернее, только знамя дивизии. Знамена полков мы, к сожалению, так разыскать не смогли. Очень сложный доступ к хранилищам этих знамен. О том, как выглядят знамена 111-й дивизии и ее полков, мы уже вообще даже никакого представления не имеем, поскольку нет ни фоток, ни тем более оригиналов, но мы не видели, поэтому ничего сказать не можем по этому поводу. Знамя 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии всегда оставалось в распоряжении соединений. Единственное, во время боев на Дону, когда немцы прорвались к штабу, возник риск того, что немцы могут захватить штаб, соответственно, захватить знамя. 26 июля 1942 года, в период боев на Дону, немецкие войска прорвались в Хутуражино, где находился штаб 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии. И возник риск того, что немцы могут захватить сейф, где находились знамена 110-й дивизии, остальных полков, собственные штабные документы. И в этот период как раз начальник штаба, соответственно, сумел раздобыть машину, что называется, с риском для жизни, погрузить в нее все вот эти необходимые документы, знамена. А сам он поскакал навстречу немецким танкам на лошади, чтобы отвлечь их внимание на себя. И пока немцы по нему стреляли, там, убивали его, машина успела уйти и вывести знамена и документы. Вот. Но еще раз подчеркну, знамена всегда оставались в распоряжении дивизии, они никогда не терялись. И когда дивизия была расформирована, то весь архив и сами знамена были переданы соответствующей комиссии ликвидационной прямо в инспекцию кавалерии Красной Армии. Ну, к сожалению, значительная часть документов потом почему-то оказалась утрачена. Но знамена, еще раз подчеркну, они оставались в Центральном музее вооруженных сил и никогда не исчезали. Оригинал знамени 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии, как и большинство, абсолютное большинство других знамен расформированных соединений Красной Армии, хранится в Центральном музее вооруженных сил. Это знамя экспонировалось в течение года. Соответственно, когда она экспонировалась, с него была сделана копия, по-моему, даже не одна. Ну и в советские годы это знамя также привозилось на территорию Калмыкии и принимало уже оригинал знамени, принимал участие во многих, скажем так, акциях, мероприятиях, которые проводили ветераны 110-й кавдивизии. Вывозилось в районы, там, Малодербет, в Садовом, на Хулхуте это знамя было и так далее. Михаил Ломоносов писал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. История калмыцкого народа неразрывно связана с воинской славой». Все 6012 бойцов двинулись за Джангаром в поход. Желтое знамя взметнул Шанхор. Если на знамя надеть чехол, будет как солнце сиять в земле. Если не прятать его в чехле, то как 7 засияет солнце. 100 наконечников у него, блещут 100 желтых древков его. Это знамя в течение лет я берег от врагов и бед. Проносим сквозь бои, сквозь тьму, не давая взять никому. Пусть десятки стрел, словно дождь грозовой или град, мне на голову полетят, если даже паду в бою, знамя на земь не уроню.